Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Урматтуу министрдин орун басары, сиз расмий тилде кененирээк пикириңизди түшүндүрөт экенсиз. Менин баамымда ошого байланыштуу сизге расмий тилде бир-эки тактоочу суроолорум бар эле. Вот здесь можете открыть, пожалуйста, справку обоснования, подписанную министром иностранных дел господином Кулубаевым, которую вы предоставили. Чогру кеңеш. Третий абзац, описательная часть. Вот здесь вы утверждаете, данные послабления применяются в целях развития дружественных, добрососедских, укрепления экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация вот после установления этого безвизового режима и последующем, прошедшем времени, канча инвестиция, сколько прямых иностранных инвестиций в страну было привлечено благодаря безвизовому режиму? Уважаемый Медербек Куванычевич, я, к сожалению, не взял с собой статистические данные по привлечению инвестиций, но могу вас уверить, что по вопросу развития туристического потенциала мы видим хорошие результаты, которые положительно отражаются в целом как на экономику страны, так и на граждан, работающих в сфере туризма. Статистические данные я готов вам предоставить в письменной форме. Общие слова. Вы все-таки заместитель министра. И эти статистические данные, они не чрезвычайно тяжелые. Есть в общем доступе. Цифры можно было для себя уяснить. В сфере научно-технических и культурных, какие были сдвиги после установления безвизового режима с 61 страной? Экономиканы билбесеңиз хорошо. Научно-технический, культурный тараптан кандай жакшылыктар болду, айтыңызчы. Уважаемый Медербек Куванычевич, как я уже сказал, здесь это имеет мультипликативный эффект введения безвизового режима. То же самое мы можем наблюдать, наверное, наши коллеги из Министерства образования подскажут, что мы можем наблюдать, что увеличивается интерес, наверное, и к системе образования нашего государства, увеличивается количество студентов. Түшүндүм. Маалымат жок болсо, маалымат жок деп айтсаңыз, да, есть профильные министерства и ведомства, которые отвечают, но вы все-таки в сфере визовой политики, второе лицо после министра, стат данныйлармен даярданып келиш керек эле. 6-й абзацты караңызчы. Вот здесь я так и не понял, что имел в виду министр. Читаю. Граждане государств, в отношении которых действует безвизовый режим в целом и могут пребывать на территории страны. Что за словосочетание «и»? Возможно, вы имели в виду «не» или «и». Дайте пояснение. Здесь подразумевается то, что Сиз окузаңыз много «и» деген словосочетание болобу же болбойбу или не? Вот прочитайте, пожалуйста, 6-й абзац. Граждане государства. Буква «и» можно и согласиться с вами убрать, да, это слово? Нет, со мной соглашаться не надо. В русском языке можно такое употреблять или нет? Кандай дейсиз? Могут. Как могут? Тогда смысл объясните. Вот окуп туруп смысл объясните до слова «и». Здесь речь идет о том, что граждане иностранных государств, в отношении которых работает безвизовый режим... Нет, подождите, вы не туда идете. Окуп туруп анан кийин түшүндүрүп берсеңиз, чтобы все убедились, возможно ли такое словосочетание? Хорошо, не отвечайте. 11-й абзац. Посмотрите, пожалуйста. Начинается со слов «в этой связи». Мен токтоп тургулачы. Одиннадцатый абзац. В этой связи деп башталат и ортосунда жазылып турат. Является Кыргызская республики. Грамматическая ошибка барбы же жокпу? Кандай дейсиз? Да, катасы бар экен. Мойнуңуздарга аласыздарбы? Ооба. Эми бир эмес эки каты болуп атат. Справка обоснования за подписью министра иностранных дел.
Мен ойлойт элем, жогорку кеңешке ар бир келүүчү сиздер тараптан документтер кынтыксыз идеалдуу вариантта келиши керек. Айыл өкмөт эмес, же губернаторство эмес. Макулсузбу? Ооба. Рахмат, суроом жок. Рахмат, кийинки